Где же Мадина? Куда она подевалась? У нас эфир, а ее нет. Вик, привет! Привет, Мадина, я тебя заждалась. Неожиданный поворот, конечно. Сказать, что я удивлена, ничего не сказать. Мы, наверное, как близнецы сегодня друг друга почувствовали и оделись не то что в одном стиле, одинаково. Ой, ты знаешь, я тоже не ожидала, но я, в принципе, этому крайне рада. Ну что ж, а я тем временем хочу тебя поздравить с твоим первым дебютным эфиром. Я желаю тебе удачи, и я уверена, что он пройдет идеально гладко. Спасибо тебе большое. Я надеюсь, я не разочарую ни тебя, ни наших телезрителей. Ну, я в этом уверена. Что ж, давай тогда начинать. Давай. В ближайший час мы обещаем вам море полезной информации, профессиональные советы экспертов и, конечно же, интересные эксперименты и много хорошего настроения, заряд, который наполнит вас на весь день. Ну что ж, добрый день. В эфире дневное шоу «Между делом». И мы начинаем. Мадин, ты не подскажешь, кто сегодня за режиссерским пультом? Марина или Ирина? По-моему, Марина. А по-моему, Ирина. Удивительное дело, я работаю с ними уже 3 года и до сих пор умудряюсь их путать. Ну, ты знаешь, здесь нет абсолютно ничего удивительного. Я думаю, что ты такая не одна. Они ведь сестры-близнецы, и их довольно легко спутать. А ты знаешь, что самое интересное, что наши сестры-близняшки по гороскопу тоже близнецы, представляешь? Знаешь, это поразительно, и вообще мне кажется, что такое явление, как близнецы, это такое загадочное явление, которое таит в себе очень много тайн. Это настолько интересно, что я предлагаю наш сегодняшний эфир посвятить теме близнецов. Я с тобой полностью согласна, тем более мы нашим внешним видом можем это поддержать. Это точно. Ну, вообще, ты знала, что мировой столицей близнецов считается небольшой городок на юге Бразилии Кандиду-Годой. Здесь они появляются в 10% случаев. Это на самом деле такая большая цифра, и мне кажется, достаточно удивительно. И в принципе мир на самом деле полон различных удивительных и необыкновенных историй о близнецах. И начнем, пожалуй, с Донны и Винса Эйлмер. Это родители самых известных в мире двойняшек. Темнокожая мама с ямайскими корнями и отец европеец. В таком союзе обычно рождаются дети с доминирующими генами: карие глаза, смуглая кожа, черные волосы. Но сестры унаследовали свои наборы хромосом совершенно отличные друг от друга. Шанс такого появления на свет очень мал, но Люси и Мария Эйлмер стали первыми в мире близнецами с разным цветом кожи. Удивительная, конечно, история, но я поведаю, пожалуй, еще одну. В 2008 году у 70-летней Омкар Панвари и ее 77-летнего мужа были 2 взрослые дочери и целых 5 внуков. Но так как в Индии очень важно иметь наследника мужского пола, семья решилась на ЭКО. Для его оплаты им пришлось продать буйволов, заложить землю, потратить все свои сбережения и взять кредит. Ну, слава богу, история закончилась благополучно. В итоге через 8 месяцев Омкари, 70-летняя Омкари, родила вполне здоровую пару близнецов, мальчика и девочку. Ну, это просто невероятно, как минимум. А вот в Германии в 2019 году впервые в мире родились близнецы с разницей в 97 дней. Представляешь? У жительницы Кёльна Оксаны случились преждевременные роды на сроке 26 недель. Она родила малышку Лиану весом 900 граммов, а спустя целых 2,5 месяца на свет появилась еще одна девочка. Весила новорожденная Леоне 3 килограмма 700 граммов. Обе девочки здоровы, родители счастливы, а в Германии этот случай уже назвали буквально мировым рекордом. Ну, вообще, конечно, очень множество удивительных историй, которые просто поражают воображение. Но ты знаешь, Мадина, что для меня тема близнецов тоже очень актуально. Пожалуйста, только не говори, что у тебя тоже есть брат или сестра-близнец, и сейчас он буквально ворвется к нам в студию. Ой, я бы очень хотела сестру, но, к сожалению, нет. Зато у меня есть 2 прекрасных брата. Но нет, ты не угадала. Ну, кажется, в таком случае я догадалась, о чем идет речь. Ты наверняка родилась под счастливым созвездием близнецов. Точно. Ты угадала, это действительно так. И ты знаешь, сколько бы я ни читала про свой знак зодиака, мне хочется все больше и больше узнавать информацию об этом. Но это неудивительно. У тебя сейчас будет такая замечательная возможность, потому что у нас в гостях астролог Элиза Багаева, и уверена, что она расскажет много интересного и про тебя, и про всех близнецов в целом. Как интересно, давай я Здравствуйте, послушаю. Элиза. Здравствуйте, Элиза. Проходите, присаживайтесь. Пожалуйста. Виктория.
Мне Мы сюда, очень рады, да, Нет, сюда присаживайтесь. присаживайтесь. Очень рада вас видеть. На самом деле у нас есть много вопросов. Вот Виктория у нас по знаку зодиака Близнец. Я думаю, Вик, ты должна задать свой первый интересующий тебя вопрос. Ну, я бы хотела спросить, что вообще собой представляет знак зодиака Близнецы, чем мы отличаемся, какие характерные особенности? Характерные особенности такие, что вы воздушный знак, управитель Меркурий. Ваша главная цель и задача в этой жизни – это обучение, общение, контакты и путешествия. Информация, передача информации. Кстати, работа в средствах массовой информации – это то, что одна из деятельностей, которая подходит близнецам. А по профессии, между прочим, я педагог, правда, не реализованный. Обучение, конечно, Значит, всё в Меркурий – точку. это педагоги, То есть попали которые практически во все пункты, да, я сработали. думаю? Близнецы сработали как надо. А если происходит такой интересный феномен, как братья или сестры-близнецы, двойняшки, рожденные под знаком близнецов, вот накладывает это какие-то уникальные особенности на них или, в принципе, это не имеет какого-то особого значения? Интересная такая вещь, что вот то, что вы говорите, да, брат с сестрой или сестра с сестрой, они будут близнецами, у них солнце будет в знаке близнецов, но у них могут быть небольшие нюансы. У них может быть луна в другом знаке, у них может быть тот же Меркурий попасть в какой-то другой дом, и будет все срабатывать по-другому. Меркурий может стать ретроградным у одного и не ретроградным директным у другого. И поэтому они будут по-разному осваивать информацию, по-разному ее передавать и смотреть на этот мир по-разному. То есть даже если люди одного знака зодиака, мы не можем утверждать, что они абсолютно одинаковые Нет. внутренне. Абсолютно нет. Оказывается, сколько Они нюансов очень разные, таит в себе очень разные. астрология. А я все никак не успокоюсь со своим знаком зодиака. Мне очень интересна такая тема, как совместимость. Ну, наверное, во всех сферах, как в любовной, так и в партнерской. То есть близнецы как друзья, близнецы как деловые партнеры. С кем мы более совместимы, с кем менее совместимы. Эта история совместимости у нас астрологов называется синастрия. Конечно же, вам проще и легче с воздушными знаками, со своими, да? Потому что близнецы – парный знак, и когда он встречается с другим близнецом, он прекрасно себя чувствует в контакте с ним. Вам легко будет с логичной девой, она тоже под управлением Меркурия. В принципе, можно подружиться и с Водолеем. То есть знак одной стихии, он хорошо понимает другие знаки. А Водолей — это же не воздушная стихия, а водная. Нет, это воздушное. Водолей — воздушная стихия? Вот так. Сколько секретов открывает наш сегодняшний Я эфир, решила, что если оказывается. Водолей, то это логично, что он должен быть водным знаком. Это не Значит, с водой ошибалась. связано. Так, понятно. Хорошо, а вот есть же наверняка такие примеры из жизни, как вот мы уже ранее упомянули, когда сестры-близнецы, например, жизнь у них складывается абсолютно по-разному. Одна более удачливая, другая менее удачливая, может быть. Вот все-таки как наработать, может быть, проработать какие-то аспекты, которые немного слабые по сравнению с другим, например, близнецом, и наработать их так, чтобы гармонично развивались оба знака, оба человека. Да, я поняла. Очень важно, чтобы человек работал со своим солнцем. В нем заключается вся программа жизни, то, как он должен себя реализовать, какое у него предназначение. И очень важно поэтому знать свой гороскоп, знать свою натальную карту, в каком доме у вас стоит Солнце, какие имеются аспекты у этого Солнца с другими планетами, кто напрягает ваше Солнце, кто не напрягает. И если говорить о близнецах, например, у одного там, близнеца, скажем так, да, все прекрасно с Солнцем, в гармонии с другими планетами, проявляет себя ярко, знает, чего хочет, действует. А у другого, может быть, наоборот, Солнце в каком-то не очень удобном для него доме, какие-то напряженные аспекты, и он не может никак себя найти, не может никак себя проявить. Что он может сделать? Он может пойти, опять же, к астрологу, узнать свою натальную карту, и астролог даст ему компенсаторику на какие-то напряженные моменты в карте. Если он будет выполнять эти рекомендации, его Солнце загорит, его Солнце начнет светить, и тогда, если что-то было неуспешно, наоборот, все уйдет в плюс. Будут лучшие результаты. Можно так сравняться со можно, своим близнецом конечно, в конечно, удачности. можно. То есть складывать ручки и думать, нет, мне вот это вот не повезло, не судьба, это позиция лунных людей.
А каждый человек должен заниматься своим солнцем. И когда он занимается им, он будет успешен во всем, в чем захочет. А насколько я знаю, расчет делается по дате рождения и по времени, да? То Да, есть и по месту, близнецы, городу рождения. как правило, рождаются с разницей, не знаю, в минуту, в 5 минут. То есть Ну, обычно разница бывает Как небольшая. правило, да, хотя бывают исключения, как Да, ты только как что мы уже сказала. сказали, да, но обычно разница небольшая, и неужели вот эта минута или 5 минут так Да. сильно могут влиять на разность Да, в гороскопе? могут. Плюс еще нужно учитывать такой момент, что натальная карта человека закладывается в период беременности мамы с 6 по 9 месяц. Он считывает уже ребенок и один, и второй, то поле, в котором он находится, те отношения, которые между родителями существуют. И это уже в этот момент закладывается, и когда он рождается, время делает некоторую корректировку. Так что даже вот эти вот пару минут, они могут сыграть по-другому, вот именно у близнецов. Мгм. Ну вот мне еще, знаете, что стало интересно? Как может быть правильно настраиваться женщине, которая носит в себе близнецов? Это, может быть, тоже какое-то значение имеет? Ей, может быть, тоже стоит обратиться к своей натальной карте, чтобы оказать какое-то благотворное влияние на своих детей, которые еще находятся в утробе? Вообще обратиться к своей натальной карте нужно каждому. Или дети-родители не связаны? Как не связаны? Связаны, в этом конечно. смысле? Главная задача мамы не только близнецов, но и, в принципе, любых детей, чтобы она в этот период была максимально гармонична, спокойна, счастлива. И тогда ребенок будет ощущать, что он ожидаем, что его ждут в любви. И он не переймет у мамы каких-то напряженных аспектов. Он увидит свою маму, которая отображается в натальной карте как луна, как гармоничная, радостная, счастливая. И дальше это состояние мамы передастся в его видение на мир. Понимаете, то это очень взаимосвязано. Так как себя чувствует папа в момент беременности мамы, отобразится в каких-то аспектах, связанных с Солнцем. Бывает такой момент, что аспектация от Урана идет к Солнцу. Отец не готов к будущему ребенку. То есть тут столько нюансов, я боюсь, вашего эфира не хватит. В общем, мы поняли, что нужно обратить внимание на такую интересную вещь, как натальная карта. Конечно, для это того, чтобы все космический складывалось более гармонично в жизни. Да. Огромное вам спасибо. Спасибо было, вам, правда, Элиза. очень интересно. Спасибо большое. Близнецы есть не только среди людей, но, например, в мире картин тоже есть такие картины, которые практически невозможно отличить друг от друга. Чем тебе не близнецы? Кстати, полностью с тобой согласна. И наш корреспондент убедился в этом лично. Предлагаю посмотреть нам наш первый сюжет. Шедевры живописи всегда были стимулом для создания арт-фейков. Причины разные, от обучения до желания заработать на славе знаменитых художников. Талантливые подделки стали настолько популярны, что авторы продают их за бешеные деньги. Так, к примеру, знаменитая Джоконда Леонардо да Винчи была продана с молотка более чем за $1 миллион. Как создаются знаменитые копии картин, мы узнаем у Виктории Гагиевой. Создать точную копию шедевра способен далеко не каждый. Мы решили повторить знаменитые подсолнухи Винсента ван Гога. Сегодня мы с вами попробуем сделать копию картины Винсента ван Гога. Одна из моих любимых картин. Точную копию у нас не получится сделать, так как тут, чтобы сделать точную копию, надо это делать все под микроскопом, каждый мазок переносить на холст. Мы сделаем вольную копию, то есть когда допускается немного отклонения. Разделим нашу работу на 3 этапа. То есть сначала перенос изображения, для этого мы делим на одинаковые части нашу репродукцию и холст, и переносим просто вот так вот объемами. Потом подмалевок, когда мы разбиваем на цветовые и световые соотношения, то есть подбираем колорит уже. И потом уже в конце набираем массу, прописываем детали, характер мазка пытаемся найти. Начнем. В копировании картин определенно есть плюсы. Это совершенствует технику рисования, помогает смешивать нужные цветовые оттенки и передавать объем и форму в рисунке реалистично. Теперь приступаем к основному этапу, то есть мы должны присмотреться хорошо, желательно почитать об авторе картины, о его стиле.
и увидеть характер мазка именно. Бывает гладкая живопись, бывает мазками живопись, это мы все должны рассмотреть. Ну, допустим, вот у Ван Гога мы прослеживаем, что он обводку делает темную. Это, естественно, мы тоже должны показать. И характер лепестков, они такие нервные, острые. Это все мы тоже должны показать. Современные художники используют свой подход. Это авторская копия или интерпретация. Интерпретации помогают развить творческое полушарие и креативное мышление. Ну вот мы приблизились к завершающему этапу. Получилось у нас немного похоже. То есть мы попали в колорит, показали нервность мазка. Но на самом деле художник пишет эту картину не за час, не за полчаса. Поэтому это все, конечно, надо изучить. Подробно изучить этапы, какими красками он работал. Листая страницы истории, можно сделать однозначный вывод. Даже самый великий шедевр может заменить талантливая реплика. Даяна Калухова, Мейербек Дидикаев, телекомпания «Осетия Рештон». Всем известно, что знаменитые основатели Рима, братья Ромул и Рем, тоже были близнецами. Кроме того, эта тема не обошла и нартовский эпос, который имеет достаточно глубокие фольклорные корни. Да, и если обратиться к богатому наследию племенам кубанской и колхидской археологических культур Кавказа, то можно заметить образы, которые отражают в том или ином виде сюжет близнецов. Угу. Ну, давай о самых знаменитых близнецах и осетинской мифологии, и мировой мифологии. Мы поговорим с историком Дианой Сокаевой. Здравствуйте, Диана, проходите, пожалуйста. Рады видеть вас у нас в студии, в гостях. Спасибо. Ну, конечно же, первый вопрос, который нас очень интересует, насколько действительно широко тема близнецов прослеживается в мировой мифологии и конкретно в нардском эпосе. Небольшое уточнение. Я фольклорист, исследователь фольклора, прежде всего. Ну, в целом, конечно, можно меня назвать историком. Ну, мы думаем, что да, вы нам скажете много полезной информации. Постараюсь. И немножечко поделитесь с нами ею. Так вот, тема близнецов в мировой мифологии и непосредственно в нардском эпосе. Ну, вот Насколько такая широко? шапка. Близнечный миф – это мировоззренческая структура, определенная стадия развития человеческого общества. Следовательно, все народы, которые прошли эту стадию, будут иметь в своем арсенале, мифологии, фольклоре, и даже уже потом в литературу они перекочевывают эти образы, вот эту близнечную пару. Вот осетинский нартовский эпос, который настоящий эпос, героический, древний, он имеет аж 3 пары близнецов, ярко выраженных. Это Ахшар и Ахшартак, это Уржмак и Хамыс, и это... Уархак? Да. Но самое главное, что есть еще и скрытая пара близнецов Сослан и Шардон. То есть по некоторым вариантам это тоже братья-близнецы. Причем чем они примечательны? Сослан ярко выраженный культурный герой позитивного характера, а Шардон, несмотря на то, что он трикстер, он тоже культурный герой несколько негативного характера. То есть он может идти на уловки, он может какие-то пакости делать нартам и так далее. Ну, вы знаете по текстам нартов, какой-то очень интересный герой. Так что мы богаты близнецами. Да, я думаю, о всех даже 4 парах знали немногие на самом деле. Да. Но вот что касается Шардона, это выявляется буквально по нескольким вариантам. То, что Шардон, вот близнечная пара Сослана. А по каким? Расскажите. Вариантам? Вариантов очень много. И самый, может быть, распространенный, потому что я не слышала такую версию. Ну, есть такой вариант. Вот, и если бы я знала, что меня так вот будут допрашивать, я бы, конечно, у каждого варианта фольклорного нартовского сказания, кадага, да, есть исполнитель. И если ты занимаешься научно, допустим, нартовским эпосом, ты обязательно должен знать, ну, не на зубок, конечно, это невозможно знать, потому что их миллионы. Конечно. Сами понимаете, практически у каждого сказания, которое хранится в нашем архиве, потом опубликован бывает в научных книжках, есть паспорт. И там указано, кто исполнил, когда, кто записал, в каком месте все это происходило, действие фиксации текста фольклорного. И тем самым мы можем выводить уже статистику, из какого места какие нартовские сказания происходят, какой сказитель сколько сказаний рассказал,
вот сколько сказаний было в его арсенале. Их может быть 5, их может быть 10, их может быть 20, ну и так далее. А сказителей у нас тоже было достаточное количество, сами знаете, и это была определенная профессия. Вот сказитель – это профессия. То есть не каждый человек может спеть. Они же под музыкальный аккомпанемент исполнялись, вот кадаги наши, нартовские нартокачества. Вот спеть этот кадок. Яна, скажите, пожалуйста, а вот смотрите, Ромул, Рем, Ахшар, Ахшартак, очень созвучные имена. Есть ли какая-то в этом символика? Ну да, вот одинаковость имен, практическая одинаковость имен, или хотя бы корни одинаковые, но к второму корню, допустим, прибавляется еще какая-то часть слова, говорит как раз о том, что они близнецы. То есть то, что сейчас называют близнецов, в принципе, тоже созвучными именами. Стараются, да-да-да, стараются, Это всё ещё, одевают, да, с тех одевают времен. одинаково. И вот как фольклорист я хочу вот что еще вам заметить. То есть вот я думала об этом, когда меня пригласили на эту программу и задали определенную тему для выступления. Во многих культурах к близнецам относятся негативно, то есть считают это аномалией. Но вот осетинский фольклор и осетинский народ, как исполнитель этого фольклора, считают это позитивным. И вы знаете, что вот в горах наши предки около 300 лет мы, так сказать, практически замкнуто проживали в горах и активно занимались скотоводством. И считалось, что вот человек, у которого большое, вот, допустим, стадо баранов, это какой-то особенный человек, знающий тайны вот этой скотоводческой магии. Значит, это человек, у которого эти бараны не умирали и так далее. А еще говорят, очень много рождалось вот этих вот близнецов и вот этих вот трезнецов, если так можно сказать. Да, то есть тогда стадо очень быстро увеличивалось. Поняли, да, И это было такие уникальные, да, наверняка, Ну, не были то, чтобы случаи уникальные. нечастые. Это была взаимосвязь какая-то? Нет, это была, как это сказать, чертой хорошего скотовода, что у него очень быстро увеличивается стадо. А может быть, а насколько часто, можете ли вы нам рассказать, рождались близнецы в те времена у наших предков? К Эта сожалению, информация не неизвестна? не владею такой статистикой, она больше медицинская. Но вот у меня, например, в роду есть близнецы по маминой линии, и они повторяются у внуков и так далее. То есть вот они периодически рождаются. А может быть, есть какой-то, опять же, символизм, ну, осетины придавали какое-то особенное значение, когда рождались близнецы? Вот смотрите, я уже сказала о негативной, как бы вот такой оценке, да, этого явления, а у нас абсолютно положительное. Более того, это закреплено в нартах, иначе бы не было. Вот если бы мы плохо относились к этому явлению, в нартах бы это всячески не популяризировалось, не рассказывалось. А значит, мы вот зафиксировали эту древнюю стадию мировоззренческую, где близнецы — это вообще философская категория, означающая дуальность мира. И особенно подчеркивает эту дуальность мира как раз-таки близнечная пара, где один положительный, а другой отрицательный герой. Вот. Это Сослан и Шердон. Такие вот мировоззренческая пара, которая, согласитесь, она концептуальна для всего нашего эпоса. Да, такой достаточно яркий пример, подходящий Да, к этим оба героя образам. очень яркие, да, очень яркие. Теперь, значит, вот близнечность этих двух героев подчеркивает и их жизнь в нартовском эпосе. То есть Сослан абсолютно солнечный герой, несмотря на то, что он спускается в одном из сказаний в загробный мир. А Шердон, он связан все-таки с водной стихией. Очень часто он инициирует действия, которые связаны с подземельем, ну и так далее. То есть это на контрасте такие буквально да, разные. абсолютно точно замечено. Да, вот этот контраст, он проходит через весь эпос. Было на самом деле очень интересно, очень информативно. Я думаю, мы узнали детали, о которых раньше даже не задумывались. Мне хочется теперь это изучить поподробнее. Да, обязательно мы этим займемся. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, а я предлагаю посмотреть опрос. Мы спросили у жителей нашего города, каких еще знаменитых близнецов они знают. Давайте посмотрим. Я знаю Ахшара и Ахшартака из нартского эпоса. Наверное, Ахшара и Ахшартак. Не припоминаю. Сейчас на скидку не вспомню, честно говоря. Обманывать не буду. Ну вот и из нашей национальной мифологии Ахшар и Ахшартак, например. Ну, из мифологии Кастора и Палукса знаю. К сожалению, даже сейчас не вспомню. Из мифологии, наверное, никаких. В древнегреческой мифологии Осирис и Исида были. Они родители бога Гора были, вроде бы. Это, допустим, Жак и Коди из сериала диснеевского.
Все тип-топ. Братья Емельяненко из спорта. Я знаю двух близняшек, вот Мэри Кейт Олсен и Эшли Олсен, вот, которые снимались «Двое я и моя тень», вот, детские всякие фильмы. Вот их. Еще кто там? Братья Сафроновы, насколько я знаю, они тоже близнецы. Братья Березутские. Крис Хемсворт и его брат, вот, только их знаю. Ну и Диппер и Мейбл из Gravity Falls. Тоже нет, не приходит ничего в голову, наверное, потому что я замерзла. Ну, возможно, братья Кличко знаю, Запашные. Мальчики Зак и Коди, я не помню их имена, если честно. Кто еще? Ну, в Инстаграме много популярных всяких близнецов. Я по именам их плохо знаю. Либо вы брата или сестру, да? Вик, скажи, ты знала, что больше всего близнецов рождаются в Африке, реже всего в азиатских странах, а вот в России шанс на двойняшек всего лишь чуть больше 1%? Ты знаешь, если честно, не знала. Но зато я читала такую информацию, что близнецы могут обеспечить своей матери долгую жизнь. Ну, ты знаешь, это уже немного, на мой взгляд, сомнительный факт, похожий на выдумку. По крайней мере, мне в этом как-то мало верится. Давай разбираться тогда, чтобы наши сомнения рассеялись. Мы сейчас спросим у нашей гости, врач-акушер-гинеколог Зарина Даурова. Зарина, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть. Но все-таки с чем связан такой небольшой процент рождения двойняшек в нашей стране? Это можно связать с тем, что, к счастью, нормальная беременность считается физиологической и естественной при беременности одним плодом. Но многоплодная беременность, беременность двойней или тройней, принято считать чудом. Ну, по-другому не назовешь. Это вдвойне чудо, а в отдельных случаях и втройне, если это беременность тройней. И, естественно, она протекает наиболее волнительнее и ответственнее, как для будущей матери и отца, так и для акушера-гинеколога. То есть это связано больше с тем, что многоплодная беременность, как правило, протекает чуть сложнее, поэтому все-таки мы считаем беременность такую стандартную, так скажем, более... Многоплодная беременность протекает сложнее. Ну, в принципе, это логично, потому что двоих и даже троих малышей вынашивать гораздо тяжелее, чем одного ребенка. И вот я как раз хотела спросить по этому поводу. Может, вы можете дать какие-то рекомендации? Сейчас наверняка нас смотрят будущие мамочки, близнецов, возможно, и, может быть, вы о чем-то им особенном расскажете? Знаете, существуют общие рекомендации по ведению как и одноплодной беременности, так и многоплодной. Это здоровый образ жизни, правильное питание, пребывание на свежем воздухе. Это можно отнести и к многоплодной беременности. Но какие-то вот частные рекомендации, их все-таки следует больше обсуждать в индивидуальном порядке. Да. Но самое главное — это слушать своего доктора и слушать его рекомендации. Так, но все-таки с начала эфира меня немного беспокоит один вопрос. Давайте внесем все-таки ясность. Чем отличаются все-таки близнецы от двойняшек? Вот вы нам как доктор объясните. Есть понятие однояйцевые близнецы и разнояйцевые. Разнояйцевые близнецы в народе принято считать двойняшками. Однояйцевые близнецы. У них одинаковый фенотип, то есть один цвет глаз, волос, формы лица, черты лица. Да. Одинаковая группа крови, резус-фактор. И даже вот при трансплантации органов и тканей они полностью идентичны, совместимы. Разнояйцевые близнецы. Они внешне могут быть не похожи, разнополые, могут быть разнополыми, либо однополыми. И внешне могут быть похожи не более чем родные брат и сестра разных возрастов. Все, я думаю, теперь нам стало все ясно. Зарина, но у нас есть еще вопрос от наших телезрителей. Давайте посмотрим, и вы нам на него ответите. Помимо внешнего сходства, насколько идентичны характеры близнецов? Помимо внешнего сходства, насколько идентичны, да, характер близнецов? Все зависит от того, где рос ребеночек, в какой среде, что его окружало, ну, те же социально-бытовые условия. Все, ну, это прямая зависимость. То есть, если близнецы, это не значит, что у них
Как одинаковая внешность, одинаково будет характер. Нет, все зависит от По-разному, социальной может среды, быть. да. Зарин, скажите, еще существует такое расхожее мнение, что если в роду у пары, которая собирается завести детей, были близнецы, то шанс родить близнецов повышается в разы. И наоборот, если такой тенденции не наблюдалось, то и шансов гораздо меньше. Насколько это правда? Да, это действительно так. Наследственная предрасположенность, ее никто не отменял. Но, опять же, повторюсь, многоплодная беременность, беременность двойней и тройней – это чудо, и все возможно. А вот все-таки чем объясняется такая генетическая предрасположенность к рождению близнецов? Ну, по-научному это можно объяснить тем, что существует такой, так называемая суперовуляция, когда организм женщины вырабатывает 2 и более яйцеклетки, и в связи с этим вот это может передаваться в вашей ДНК. Если вы один из близнецов, то вероятность рождения у вас же близнецов выше. Я еще читала такой интересный факт, вот если честно, тоже в него не очень верится, но вы, пожалуйста, рассеете сомнения, что если женщина высокая, то есть чем выше женщина, тем больше у нее шансов родить близнецов, потому что у высоких людей больше концентрации гормона роста, и это влияет как-то вот на возможность родить близнецов. Насколько это правда? Да, это частично правда. Инсулиноподобный фактор роста, так называемый протеин, который вырабатывается в печени. И даже есть доказательства, ученые доказали, что женщины выше среднего на 5-7 сантиметров чаще имеют выше шансы у них забеременеть. То есть они склонны, двойней даже и если тройней. у них не было в роду близнецов, Да, если нет есть особой такая генетической вероятность. предрасположенности. Удивительно, на Очень самом интересно. деле. А вам известно такое, ну, наверняка, конечно, профессия эмбриолога вам известна, вы работаете, да, и я так понимаю, что она связана с экстракорпоральным оплодотворением, да, то есть ЭКО. И вот такой вопрос, когда женщина приходит, допустим, к эмбриологу с большим желанием родить двойню или тройню, насколько это можно сделать искусственно, или это все-таки Божий промысел? Ну, на сегодняшний день вспомогательные репродуктивные технологии занимают первое место по многоплодной беременности. И все зависит от того, какое количество эмбрионов будет перенесено в полость матки. Да, конечно, это осуществимо, но стопроцентной гарантии тоже не может быть. Да. А есть, может быть, какая-то, владеете вы какой-то статистикой примерной, хотя бы по тому, сколько рождается близнецов в нашей республике? Могу сказать про процент, может родильный быть? дом РКБ. Ну, приблизительно на 180 родов 4 родов приходится на многоплодные роды. То есть такой маленький процент. Да. Ну, в принципе, Мадин, ты об этом говорила в начале, что в России всего лишь 1% возможности рождения близнецов. Спасибо вам большое, вы нам разъяснили все очень подробно. Я думаю, что телезрителям эта информация была тоже очень полезна. Да, и будем обязательно ждать вас в гости снова. Спасибо, что пришли. Приходите. А у нас небольшой опрос, давайте посмотрим. Нет, потому что я не думаю, что это очень хорошо, потому что обычно бывает так, что братья-близнецы, у них бывает все одинаковое, то есть существует такая версия, что вот если один брат-близнец поранится, то и у второго тоже будут такие же проблемы, так что я не хочу. И мне это не особо нравится, вот когда бывают братья-близнецы. Нет, потому что каждый человек должен быть индивидуальным. У меня есть младшая сестра, мне этого достаточно. Я очень рада, что так получилось. Нет. А почему? А потому что если по характеру, по темпераменту, я хожу с открытым лбом, мало ли он будет преступник, допустим, какой-нибудь. И с моим лицом будут все считать, что я тоже такой же преступник. А если он по интеллекту, мы одинаковых, зачем? Одинаковых не должно быть людей. Нет, не хотел бы. Это надо постоянно меняться вещами, кушать одну и ту же еду. Думаю, нет. А почему? У нас бы все путали, и это было бы не очень приятно, наверное. Конечно, это же здорово. А почему? Не знаю, это классно. Но, во-первых, одежда. Сестра себе купила, это ее одела. Нет, ну это, мне кажется, вообще здорово. У меня, потому что сестра старше меня на 7 лет, мы с ней очень похожи, но разница в возрасте. А так, может быть, даже шутить над кем-нибудь. Да, хотел бы. Почему?
Не знаю, я бы на работу его отправлял вместо себя. Нет. Почему? Он мне и так нормально живет. И да, и нет. Потому что веселее было бы, мне кажется. Удивительно, но двое абсолютно одинаковых внешне людей могут быть совершенно разными по характеру. Да, и на самом деле в паре близнецов один может быть очень активным, занимать лидирующие позиции, быть таким явным ведущим в паре, так сказать, а другой может быть, наоборот, спокойным, пассивным. И это на самом деле необычно, и чем это обусловлено. Сейчас мы узнаем у нашего следующего гостя, психолога Аланы Дауровой. Здравствуйте, Алана. Здравствуйте. Так все-таки чем же обусловлена такая разница, которая часто встречается в темпераменте и в характере у близнецов? Для начала хотелось бы сказать, что вот когда люди видят близнецов, все считают, что у них все так идеально в отношениях, они очень дружелюбные, они же друг на друга похожи, у них не должно возникать каких-то конфликтов, так как они друг друга чувствуют. Но это совсем не так на практике. Проблемы у них такие же, как и у других детей в семье. Да, они друг друга чувствуют, у них близнецовая идентичность, конечно, приветствуется и есть, наблюдается у близнецов. Но каждый из них отдельная личность, индивидуальность, и воспитывать их тоже следует, то есть в семье рождаются близнецы, в первую очередь родители должны задаться такой задачей, что их надо воспитывать как не единое целое, то есть не дети, а по именам отдельно, то есть это отдельная личность, это отдельная личность. Даже бывает так, что одевают их одинаково, о чем вы уже вот говорили. До какого-то возраста, где-то до 3, не доходя до 4 лет, это возможно одевать их одинаково. Но позже с психологической точки не советовала бы я одевать их одинаково, потому что у них не развивается в дальнейшем самостоятельность, они не будут приобщены к самостоятельной жизни. Хотя бы разные резиночки, разные прически, стрижки, чтобы они сами могли себя чувствовать личностью. Хотя близнецы свою одежду, хоть она будет одинаковой, различают по каким-то деталям, они смогут различить. Точно так же и темпераменты у них разные. Многие разлучают близнецов, когда отдают в школу, чтобы они в один класс не ходили. Это тоже не совсем верно, потому что ближе к подростковому возрасту только близнецы готовы расстаться друг с другом эмоционально, на эмоциональном уровне. И желательно, чтобы они были вместе, потому что они опора для друг друга все равно. Им вместе интереснее и свободнее, комфортнее. Вот, кстати, что касается типов близнецов, насколько я знаю, существует 3 типа близнеца. Это тесно связанные близнецы, которые, очень привязаны друг к другу, они стараются друг другу во всем подражать, держаться постоянно вместе, неразлучные. Есть в меру зависимые, которые, в принципе, гармонично существуют друг от друга по отдельности, просто поддерживают друг друга. Есть еще крайние индивидуалисты, близнецы, как раз между которыми возникают конфликты, потому что они стараются каждый подчеркнуть свою личность, выделиться как-то и не привязываться к своей половинке. Вот как достичь той самой гармонии, чтобы не было перевеса ни в одну сторону негативную, ни в другую? В первую очередь, когда воспитывается в семье один близнец, или бывает так, что их даже разлучают. Один близнец воспитывается в одной семье, вот вторая категория, которую вы сказали, то есть они не могут ужиться в одной семье, то есть они должны вот при виде столкнуться, удариться. Вот, например, у меня есть на примере тоже такие дети, но они в ту же очередь очень любвеобильные, без друг друга тоже скучают. Их нужно воспитывать вот по своим интересам, отдавать на те же кружки, вот куда ходит, например, один, второго тоже туда. Это тоже неправильно. Ему интересна музыка, ему интересен футбол. Пусть они развиваются, каждый по-своему. Пусть находят дома, да, они вместе, но пусть развиваются по своим направленностям, кому что интересно. Тогда и не будет у них таких столкновений. Вот какие есть особенности у психологического развития близнецов? Все-таки, мне кажется, они различны от простых детей, может быть, от братьев и сестер просто. Конечно, различные. Они в первую очередь, вот когда дети-близнецы учатся говорить, вот первые их слова, они про себя «я» не говорят, они говорят «мы». То есть они не могут разделить вот «я», «ты». Они говорят «мы», а потом переходят уже на «я». Вот это тоже говорит о том, что они других детей пока не замечают. Что часто советуют психологи, например, чтобы они приобщались к обществу, социализировались лучше. Например, когда мама идет в магазин, сперва брать одного мальчика с собой по понедельникам, средам, например, одного, по другим дням другого, чтобы они могли находить контакты с другими, чтобы они могли свободно выбор свой делать. Спасибо вам большое. Мы с вами не прощаемся, вернемся после короткой рекламы. Не Пока оставайтесь, у нас будет еще интересно.
Мы вновь вернулись в нашу студию, и напоминаю, что сегодня мы говорим о близнецах. К нашей беседе уже присоединились вот такие замечательные малышки-близняшки Амина и Мадина с мамой Рухшаной. Здравствуйте. Очень рада вас приветствовать. Ну, хочется, девчонки, у вас спросить, часто вас путают? Расскажите. Или нет? Часто? В садике путают вас? Друзья ваши путают? А вы, наверное, вот так разделяете друг друга, да, резиночками, чтобы вас не спутали. Рухшан, тогда к вам вопрос. А вообще вы мечтали о близнецах или это вот неожиданность такая приятная? Если честно, это было неожиданно. Когда я узнала, что у меня близнецы, у меня прям слезы с глаз пошли. Я прям не верила, думала, да нет, у меня не могут быть близнецы. Нет, говорит, у вас близнецы. Я прям не знала, у меня еще мальчики. 2 мальчика, да, тогда они у меня были маленькие. Я думала, блин, вот как я буду справляться, у меня еще маленькие. То есть страх дети. такой Да. небольшой был. Да, неожиданно было. А как вы считаете, вот отличается модель воспитания близнецов от воспитания вот ваших мальчишек, допустим? Я бы сказала, нет. То есть воспитываете их в одном Да, формате? в одном формате я воспитываю. Отличий никакого И вы не нету. чувствуете никаких сложностей особенных, что вот девочки настолько привязаны, наверное, друг к другу? Ну, у них же своя, наверное, модель поведения. Ну да, они везде вместе бывают, да. Если, например, одна идет в садик, другая там заболела, другая будет по ней скучать. Вот никакая бывает. Так что везде они всегда вместе бывают. Ну, Алана нам уже сказала о том, что близнецов стоит воспринимать не как одно целое, а как отдельные 2 личности, да? Вот какие, может быть, советы вы бы дали маме? Потому что, мне кажется, для мамы все равно они такие вот очень тесно полезно, связанные друг с другом малышки, да, и, наверное, сложно их разделять, да, как-то. Вот какой совет вы бы дали маме в таком случае? Для мамы они, конечно, каждый ребенок индивидуален для нее. Вот как она уже сказала, здесь воспитание, скорее всего, у нее правильное идет, не разграничивает то, что вот другие мальчики, они 2, а это просто близнецы, они одни. Как она уже даже в ее речи видно, то есть они отдельно, то есть они так же, как и они. Единственное, стоит вот запомнить то, что они все-таки индивидуальны, и называть их всегда не дети, не девочки, а по именам, чтобы они привыкали к своим именам, и их в обществе называют близнецами, девочками, а чтобы они слышали хотя бы дома, что они разные. Звать их Ну, всегда я сейчас по именам. предлагаю нам сыграть с вами в небольшую игру. Я думаю, что вы будете рады. Хотите? Хотите поиграть? Ну, смотрите, мы сейчас пока с вами потренируемся с открытыми глазками, а потом мы глазки закроем, хорошо? Я вам сейчас буду говорить разные фразы, и вы будете либо на себя показывать, либо на свою сестру, потому что, чтобы понять, кому из вас относится эта фраза. Ну, например, кто из вас больше всего не любит убирать игрушки? Ты не любишь. А ты как согласна? думаешь? А ты как думаешь? Ты или сестричка? Ага. Да. Вот так же будем играть, только теперь давайте закроем глазки, да, чтобы Закрываем мы не глазки. подглядывали. И мы пальчиками вот таким вот лайком, да, показываем либо на себя, либо на сестричку. Только слушайте внимательно мои вопросы. Хорошо? Все. Так, кто из Начинаем. вас более балованный? Так. А ты как думаешь? Мадина, показывай. Ага. Мгм. А кто любит помогать маме? Не подглядываем. Мгм. Так. А кто из вас самый веселый? Так. Так, а кто сладкоежка? Кто любит мороженое, пирожное? Мгм. Так. А кто из вас больше всех любит ходить в садик? Так. Как они друг друга знают. А кто больше играет, может быть, в телефонные игры или в компьютер? Так, открывайте глазки, я думаю, что вы замечательно справились. Прокомментируйте, пожалуйста. Вот, мы заметили, да, в каких-то вопросах они отвечали одинаково. Где касается дела вкуса, то есть вот вкусовых предпочтений, у них они свои. А где дело характера, характер у них в большинстве вот схож.
Почему и ответы одинаковые получались у них? Ну, то есть они все-таки друг друга очень Они чувствуют, естественно, они друг друга чувствуют. Вот как мама и сказала, когда один ребенок в садике, другая по ней тоскует. Когда у одной что-то болит, и она грустненькая. То есть, естественно, близнецовая идентичность и их чувствительность намного развитее, чем у обычного ребенка. Ведь в утробе они уже чувствовали друг друга. Впервые, с кем они познакомились, это между собой, слышали дыхание друг друга. Уже кто-то обнимается в это время. И они все это перенесли. Ну что ж, спасибо вам большое. Мы были очень рады нашим юным гостям. Мы желаем вам расти здоровыми, крепкими, слушаться маму. А мы... Спасибо. Да, большое вам спасибо. Да, у нас впереди небольшой опрос. Посмотрим и вернемся в студию. Можно прогуливать пары и отправлять брата-близнеца вместо себя. Наверное, вместо себя бы на учебу отправлял своего брата-близнеца. Наверное, если бы мы в школе учились, и кто-нибудь из нас больше по успеваемости был, то, наверное, мы бы друг друга подменяли на контрольных или что-нибудь такое. Я бы никак. Я доброкачественный гражданин. Никак. Ну, я думаю, мы бы их пугали как-нибудь. Ну, не знаю, делал какие-нибудь пакости. Брата бы отправлял, и чтобы его ругали, ну, наверное, так. Отправлял бы вместо себя на учебу или на работу. Ну что ж, казалось бы, сегодня у нас в студии побывали и близняшки, мы поговорили и про двойняшек, и про разницу двойняшек и близняшек. А сейчас настало время познакомить наших телезрителей с тройняшками. Здравствуйте. Это потрясающие сестры Цомартовы. Мадина, Зарина и Фатима. Все правильно? Пока нам немножечко вас сложно как-то идентифицировать, потому что сходство, мне кажется, колоссальное. Да, вы действительно очень похожи между собой. Вот у вас так много сестер-сестричек, и вы действительно между вами такая сильная связь, вот как говорят, которая бывает у близнецов? Да, вообще сами близнецы, как и ранее говорили, очень сильная связь, потому что, начиная в утробе матери, мы близнецы, там двойняшки, тройняшки, они делят и пространство на троих, и пищу, которая поступает. И, естественно, близнецы, они с самого рождения учатся делиться и думать всегда о другом. И как я поняла уже из практики, что близнецы, они менее эгоистичны. Угу. То есть даже спустя вот, да, уже столько лет вы вот все так же друг друга чувствуете, да? Да, это мы чувствуем. У нас даже бывает так, что одна и та же мысль приходит к двоим или к троим, потому что, ну, как бы, мы же близнецы, и я иногда поражаюсь, удивляюсь, думаю, что... Ну, думаю про себя, что интересно, эта мысль ко мне первая пришла, а потом к ним, или к ним потом ко мне пришла. У нас даже сны бывают похожие очень сильно, практически одинаковые, только детали разные. Да, это удивительно. А вот мне интересно, вы как тройняшки, скажите, пожалуйста, у вас у каждой свой круг общения, есть свои какие-то друзья, либо вы все вместе общаетесь втроем, и, соответственно, круг общения одинаковый? У нас есть общие друзья, а есть те, которые каждая лично общается со своим другом. Но так как у нас с друзьями, так как мы уже втроем команда, как нам сказала, вам и подруги не нужны, когда у вас трое. Но у нас есть подруги, мы им очень рады, поэтому у нас есть и отдельная, у каждой своя, и есть и общие. Общие друзья и отдельные знакомые, друзья. Ну, конечно, вы, наверное, настолько иногда устаете друг от друга, что вам нужно с кем-то еще пообщаться. Нет, я бы не сказала. Нет, что не устаете? Нет. А вы как бы сказали, устаете друг от друга? Нет, наоборот, когда долгое время в раздельности, то очень скучно бывает. А так, конечно, я могу и сама побыть одной. Ну, конечно, с ними мне веселее. Комфортно, да, веселее. Да. Веселее. А вот насколько схожи ваши вкусы? Несмотря в чем. Ну вот мы уже одеты не совсем одинаково. У нас вкус разнится, но не сильно. В чем-то, да, разнится. Пищи. По поводу сладкого. У нас разное мировоззрение, отношения. По поводу вещей тоже, музыки. Вот Фатима, к примеру, любит больше шансон. Мы не любим шансон. Я больше к опере расположена, потому что я чаще слушаю оперу. Ну, особенно в последнее время. Как-то меня потянуло на оперу, не знаю. Может быть, и ваши вкусы тоже прекрасно. вскоре поменяются, да? Все возможно, в принципе. Ну да. Но в таких более важных вещах, конечно, у нас вкусы совпадают. Мировоззрение у нас одно. Да. Ну, а вот таких деталей разные у нас. Да, отличаются. А вот мне интересно, вы сами тройняшки, хотели бы вы иметь
деток, близнецов или Я двойняшек? хотела, я мечтала, и по сей день хочу тройняшек и девочек хочу. А они как бы говорят, если Бог даст, конечно, а если нет, то я лично сама хочу. Лично я так считаю, что самое главное, чтобы дети были здоровы и счастливы. А там тройняшки, двойняшки, там, это уже не столь важно. Да, я тоже солидарна с этим. Ну что ж, на этой прекрасной ноте наш эфир подходит к концу, девушки. Мы вам желаем, чтобы все ваши мечты осуществлялись и все в вашей жизни происходило так, как каждая из вас задумывает себе лично. Находитесь, что да, были у нас гармонично в студии. вашем союзе и долгую-долгую жизнь, чтобы вы были очень счастливы и все у вас было хорошо. Спасибо вам большое. Ну, наш эфир подошел к концу. Да. К сожалению, эфирное время ограничено. Нам остается пожелать вам хорошего дня, отличного настроения. Это была программа «Между делом». До новых Мы с вами увидимся уже во вторник. встреч.